ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷманди телевизиони Азия. бори дигар ба ҳамаи шумо субҳи босафои шаҳри Хуҷандро муборакбод мегӯем ва аз он дарак медиҳем ки ин субҳ боз ҳам дар меҳмонии мову шумо нафаре ки ҳар боре ки ба шаҳри Хуҷанд сафар мекунад ҳатман ба телевизиони Азия барои мулоқот бо тамошобинони азиз, бо шаҳрвандони азизи шаҳри Хуҷанд ҳозир мешаванд. хеле ки шумо огаҳ ҳастед, имрӯз санаи 17 май ва он фурсат фаро расид ки имрӯз дар меҳмонии мову шумо барои ҳамаи мову шумо устоди азизу арҷманд, бизнес тренери сатҳи байналхалқӣ, доктори илмҳои равоншиносӣ ва раҳбари маркази рушди инсон само устод Саидмурод Давлатов ба студияи Салом Хуҷанд ҳузур пазирифтанд. Устод, хуш омадед, нури дидаву тоҷи сар. Хуб, ман бояд бигӯям ки имрӯз низ мо бо устод Саидмурод Давлатов як суҳбате доир хоҳем кард дар атрофи фикрронӣ ва ақидаи инсон. дӯстони азиз, хеле ки ҳамаи мо шумо медонем, ҳар як инсон метавонад ки ба муваффақиятҳои баланд ноил гардад. аммо на ҳамаи инсонҳо метавонанд дар ин ҳаёт ба муваффақият, ба баландиҳо, ба комёбиҳои назаррас муваффақ гарданд. имрӯз мо бо устод дар бораи омилҳои муваффақият, аниқтараш дар бораи ақидаронии инсон, андешаи инсон ва фикрронии инсон ва таъсири он ба муваффақияти ӯ суҳбат мекунем. устоди арҷманд, эҳтиромона бигӯед ки ҳамчун яке аз омилҳои муваффақият тарзи фикрронӣ ва ақидаронии инсон ба муваффақияти ӯ чӣ таъсир расонида метавонад? ассалому алейкум шунавандагони азиз, тамошобинони азиз. агар ки шумо ба иҷозат диҳед, баъзан русиям гап занам, осонтара фикр конем. Мысль – это основа все. Все начинается от мысли. Все то, что в жизни человека появляется, она появляется вначале в голове, а потом появляется в реальности. То есть получается, что все то, что мы имеем, она появляется в нашей жизни дважды. Сначала в голове, а потом в реальности. Самая высокая потребность человека – это жить в соответствии свои собственные представления о самому себе. Например, человек одевает так, как он себе представляет. Он построит себе жизнь так, как он себе представляет. Зайдешь в дом художника, видишь картинки, зайдешь в дом спортсмена, видишь всякие гиры, спортивный инвентарь. Зайдешь в дом военного, видишь другие. То есть человек окружает себе то, что у него в голове есть. Он не может себя окружать то, что он не понимает. И самая важная вещь, вот эта граница успеха человека, она определяется уровнем его понимания. И неважно, он врач, неважно, он бизнесмен, неважно, он ученый. В любой сфере деятельности именно потолок достижений человека, граница его понимания определяется уровнем его собственными сознаниями. Поэтому все начинается из того, какой точка зрения имеет человек, как на это ты смотришь, какова твоя точка зрения. Это означает, что вот, есть состояние норма. Например, состояние нормы – это быть как все, желание не быть хуже других, жить как все и так далее. Это состояние норма. Но когда внутреннее состояние человека находится ниже нормы, это состояние волнения, состояние переживания, состояние, скажем, сомнений. Потом дойдет ниже, состояние страха, потом еще ниже, состояние смерти. То есть получается, что внутреннее состояние человека основную роль играет на его результативности. Он, может быть, работу делает, он, может быть, очень много работы делает, но от того, что у него вот это состояние находится на низком уровне, а эта работа не дает тот результат, который он ожидал. Это означает, что 90% случаев человек, когда сам один сидит, его взгляд пойдет в внутренний взор, и его внутренний взор направляется к самому себе.
А когда внутренний взор падет к самому себе, в большинстве случаев человек сидит в состоянии отчаяния. Нигде когда меня делает, вахтеки одам публика бахаст, манем берун бахасту кор бахаст, ва худаш отвлекать мешаду, кадар фикри проблемаш камай. Нека хами худашки тохашист, якумин амо в подсознании фикри будут, авай пешмеро. Чехра шабинет с гамги шулами брова. А нами норма екиман гуфтам, а хами норма, агаке состояние одам поем бафтит, фикрона ивай уже негативно что брафтам миграт. Неки вай чиза хесна мекунат. Манам сулукане одам қарз бафро доймо фикри қарза мекунат. Одам касалша доймо фикри касаля мекунат. Одам як касага ке гапи бад гудио, гапи ганда гудио ке тана кунат, хамин роз тошава фикри ава мекунат. Вольно-невольно остается зависимым из этой мысли. И эта мысль создает, носит с собой эти эмоции. А эмоции – это то, что как ты себя чувствуешь. Что такое быть счастливым? Это как ты себя чувствуешь. Есть люди, которые, знаете, может быть, стакан мороженого может купить, но он счастлив. А есть люди, которые в джипах ездят, огромный дом, но он себя не чувствует этим. Понимаете? Счастье не в деньгах, не в машинах, не в свадьбах. Эти вещи дают просто эмоции временные. Временные эмоции дают. А настоящее счастье дает, когда человек занимается любимым делом. Вот это состояние, гордость над собой, умственные достижения, настоящее счастье принесет, счастливее для человека. Это когда человек начинает вот этот потолок своих достижений расширять. Расширять свой потолок достижений. Например, он ставит какую-то цель, он его достиг. Он ставит какую-то цель, он его достиг. Он ставит какую-то цель, он его достиг. И он расширяет горизонты своих возможностей, расширяет потолок своих достижений. Он по-настоящему счастлив. Он гордится, начиная над собой. У него вот это состояние растет. Как растет? Он попадет в состояние высшей нормы. Есть норма, высшая. Состояние высшей нормы это что? Вдохновение. Состояние радость. Состояние восторг над собой. И состояние энтузиазм. Состояние действия. То есть получается, что его установка, которую он сам себе дает, от этого установка зависит вся его внутреннее состояние. А потом, в каком состоянии человек находится, это влияет на его продуктивность, эффективность. Напрямую зависит на его эффективности. Я провел очень много, фотографировал много, съемки делал много, разнообразные. Потом, когда аудитория сидит, мы все снимаем, очень много снимаем. Потом тысячи фотографий анализирую состояние человека, после какие фразы, как он реагировал, потом что было, потом что. Проводим много тестирований, очень много. И итоги начнем видеть, что, оказывается, продуктивность человека не зависит от его работы. По крайней мере, меньше зависит. Странно, представляете? Меньше зависит. А вы знаете, от чего зависит в большей степени результат? О чем ты думаешь в нерабочее время. То есть, получается, о чем ты думаешь, когда ты сам один. Когда ты сам один сидишь, твои мысли пойдут внутрь, и это достигает глубины твоего подсознания. И в итоге ты, когда работаешь, ты добьешься то, что ты тут убедил себя. Например, если человек, неважно, это бизнес занимается что-то, он сидит и начинает думать о этих проблемах. Как тяжело, кризис. Наверное, у людей нет денег. Наверное, зря начинал. А вот этот кредит не надо было брать. То есть он начинает попасть в состояние ниже нормы, и полностью взгляд пойдет наоборот. То есть он начинает самоедством заниматься, переживать, в состоянии волнения, уже вот это все. И потихонечку депрессия растет. А потом в реальной жизни он получает то, о чем он думал. Вы внимание обратите? В реальной жизни он призовет один к одному то, о чем он думал. Хотя он работает, чтобы что-то двигалось вперед, но у него все наоборот получается. Он не могут пока понять, почему не получается. А он получает тот продукт, который сам здесь пассажир. Это как фермерство. Посади семена и получаешь тот плоди. Ты же не можешь другой плоди получать. Как можно получать плоди, например, плоди эффективности или плоди результативности, если ты сажаешь себе сомнения? Сомнения – это со временем приведет к развитию страха, депрессию, и это побеждает цель. Потом человек хочет, но не верит. В итоге, в конце концов, человек получает не то, что хочет. В итоге, в самом конце он получает то, во что он верит.
Поэтому есть люди, которые сами себе убеждают, что я могу это делать. Он установку дает. Он понимает секрет принятия решений. Он принимает решения независимо от возможности сегодня. Он принимает решения независимо от ситуации сегодня. Он принимает решение, как должно быть, как надо. Он не говорит о чем-то другом. Он говорит, вот так надо делать. Все, он принимает решение. А потом думает о его реализации и постепенно изменяет свои стандарты. Он добивается этого. А есть люди, которые сами себя убеждают. Я никогда это не могу делать. Это просто нереально. А в наших странах тем более. В моем случае это вообще нету возможности. И когда человек достаточно полчаса об этом будет думать, часто 5 минут сегодня, 5 минут завтра, 10 минут послезавтра, если в течение полчаса, если он в течение 3 суток, 72 часа, думает об этом, поверьте мне, в ближайшие полгода или 3 года он не может вылезть из этого состояния. Сам один очень трудно потом оттуда вылезет. У меня есть один друг, он тоже доктор психологических наук, он мне однажды сказал, он эстонец, Эдуард Падер. Мы вместе в Москве многие научные исследования проводим. И он мне говорит, Давлатов, вот вывод, который я понял. Что научные исследования составляем и закономерности измеряем. И он мне говорит, представляете, достаточно полчаса думать, как тебе тяжело. Всего лишь просто думай, как тебе трудно, как тебе тяжело. Ты такой депрессией загоняешь себя, что потом не каждый психолог тебя вытащит. Психологу придется годами работать, чтобы тебя вытащить оттуда. Из этого состояния. Да. Получается, что вот она где. Начало все – это мысль. Начало все – это мысль создает то решение, то портрет восприятия, который человек сам себе создает. За ним идет как хвост эмоций. А эмоции определяют состояние человека. Большой роль играет, как ты думаешь. Неважно, как работаешь. Знаете, все успешные люди только думают. А все обычные люди только работают. Вот это где основной секрет здесь. Успешные люди только думают. Остальные люди все работают. Такова закон. Кто научится думать, он всегда будет процветать. اینجا بسیار دو نقطه مهم رو شما قید کردید. یکمش گفتید یک طایفه انسان ها با شبهه زندگی میکنند. یک طایفه دیگرشون با باوری زندگی میکنند. قریب که انمی شبهه قد زندگی میکردگی 90%. بسیار اونا در حقیقت بسیار است. الان اینجا یک سوال عجیب به میان میآید که اگر ممکن باشد به شکل بسیار هم فشرده کوتاه چیکار کنیم که از حالتی با شبهه زندگی کردن به حالتی با باوری زندگی کردن گذشته توانیم. بله. بسیار نقطه مهم است. Асоси нухта амина. Точка, мы говорим, точка переворота, точка прорыва. Это, по-моему, и мунандеки ами хуна торикасу, хамин шо мехет ки рушани пайдоша. Рушани пайдоша. Нигоҳ кунед, да? Диққат кунед. Ман хуна торик шавадага, ман хуна торик, шаб аст, света кушед, торик шавад. Ҳамин торики қати ҷанг кардан наметояд, торика пеш кардан наметояд. Нельзя бороться, темнота. Ничего не поделаешь темнотой. А как шумо ходит, ки ами хуна торики неса, чикор мекунед? Равшани ворит кардан, да. Свет, вам придется искать свет. Так? Вам придется думать, где свет. Что-то придется делать со светом, но не с темнотой. Диққат кардед? С темнотой бесполезно бороться. Ты его ничего, потому что темнота это пустота. Так? Что-то придется делать со светом. Она мечтает фамидан даркор. Болезненно бороться бесполезно. Надо что-то делать со здоровьем. Надо чем-то заняться. Бедностью бороться бесполезно. Надо что-то делать с богатством. А вот негативным мышлением именно бесполезно бороться. Страхом бесполезно бороться. Потому что эти вещи, это как темнота. Надо что-то делать с уверенностью. Что-то делать со знанием. Знание изменяет все. Информация создает вдохновение. Информация дает энергию. Информация дает умственную энергию. И как в воду брызгиваешь на горячий камень, что вода испаряется, страх испаряется. Что нужно делать в тот момент, когда человек попадет в это состояние? Надо собой управлять.
Каждый раз, когда мысли приходят в это состояние, начинать думать о том, чего ты добился в жизни. Начинать думать о том, благодарить судьбу. Начинать концентрировать свои цели. И я рекомендую несколько советов дам. Первый совет. Постоянно заменяйте свои мысли. 1 раз заменяешь, 2 раза заменяешь, 5 раз заменяешь. Постепенно коэффициент позитивного мышления растет. Второе. Мысли зависят от того, что человек видит, что человек слышит, что человек читает. Мысли зависят от этого. Поэтому надо много читать книги позитивно, то есть книги об успехе. Чтобы стать успешным, надо читать об успехе, надо говорить об успехе, надо думать об успехе, надо мечтать об успехе, надо смотреть на успешных людей и брать пример от успешных людей. Надо всегда окружать себя, стараться быть доступными к успешным людьми. Надо одеваться как успешные люди. Не надо одеваться как попало, ко мне так удобно. Надо во всем отражать себя и чувствовать себя образ жизни успешного человека. Надо стремиться к этому, надо планировать успех. Это фундамент создает, фундамент сознания. Следующий важный шаг, надо посещать много тренингов. Надо очень много тренингов, которые сокращают время. Например, то, что самостоятельно 5 лет узнаешь, за пару тренингов узнаешь. Это 5 лет шаг. Очень простое доказательство есть. Представьте, я задаю этот вопрос все аудитории свою. Задам такой вопрос. Представьте, что вы попали на условия 90-х годах, но имея сегодняшние мозги. Это классный вопрос. Я говорю, представьте, что условия 90-х годах, но имеете сегодняшнее понимание, сегодняшний ум. То, что вы добились до 27 лет, за сколько времени вы добились бы? И знаете, люди сразу отвечают, сколько? 2 года, 1 год, полгода. Никогда никто не сказал больше 3 лет или 5 лет. Максимум говорят 5 лет. Получается, что за счет чего они экономили бы 20 лет жизни? За счет знаний. Ум сокращает время. Ум действительно сокращает время. То есть ты минуешь все подводные камни, ошибки и так далее. Достижение цели станет быстрее. Ты четко видишь, решения, которые принимаешь, они более правильные или ближе к правильному. Успех от чего зависит? От качества решений, которые мы принимаем. Мы каждый день какое-то решение принимаем. Каждый день. Но какое-то из этих решений приближает к цели, какое-то это решение отодвигает от цели. Некоторые из них вообще вводят совсем другой степь. И потом замучишься еще 2 года, 3 года, эти проблемы решаешь. Потом вернешься тут. То есть получается, что человек не могут принимать правильные решения за пределы своих пониманий. А когда особенно бизнеса и так далее, любое решение бизнеса не пойдет. Бизнесу нужны правильные решения. Это настолько важно, поверьте, некоторые решения тебе загоняют то, что ты за 20 лет накопил, за 30 лет твоего труда, нету. Одно твое решение загоняет такую проблему, что мало не покажет. Поэтому, когда человек бизнесмен, я говорю, дорогой мой, не жалей деньги на свои мозги. Не пытайся оборудование новое купить. Не пытайся офис новый купить. Не пытайся решать проблемы бизнеса путем новый продукт или новый офис или ремонт офиса. Потому что ты далеко не пойдешь. За пределы своей сознания ты не видишь. Недавно один парень мне сказал, наставник, я так хочу поехать на ваш мастер-класс, но у меня времени нету. Я ему сказал, от того, что не поедешь, ничего не изменится. Он сказал, почему? Я говорю, потому что твое сознание останется на том же уровне. Я ему сказал, ты от того, что здесь работаешь, ты думаешь, что чего-то по-другому будет? Нет. Будет тот же самый бардак, будет тот же хаос, будут тот же самые проблемы. Хуже будет, что лучше не будет. Почему? Чем дальше ты откладываешь процесс развития, тем больше у тебя накапливается проблем. И они незавершенно растут, они наступит момент, у тебя больше кредитов, больше долги, больше хаос, больше беспорядок. Ничего не изменится. Если у тебя времени нет, тем более, в первую очередь, ты должен учиться. Почему времени нет? Потому что ты не можешь управлять ситуациями. Ситуация управляет тобой. Поэтому нету. И поэтому тебе придется оперативными делами заниматься. То там, то это. Надо успевать, надо это делать. Поэтому это так происходит. Özürkü ben bir soru yapsam. Sür Ben meyhanki, то есть мағзаша фахма додам.
мусулман ҳаракат мекунам, тоҷики хотам гап занам, лекин ҳамон мағзи ава ман фаҳмудан қазурам намерасад. Мақсади асосии суҳбати мо дар он аст ки муҳим ки мардум фаҳманд. Хоб бо забони тоҷикӣ бошад, хоб бо забони русӣ бошад. Аз ҳама маҳаки асосии, мақсади асосии мо ки он маълумоте ки мо ба мардум додани ҳастем, ба тамошобинони азизи мо, ҳамон чиза фаҳману дарк кунану тавассути он кор карданро оғоз кунанд. Мақсади асосии ҳамин аст. Инҷо бисёр чизҳои муҳимро гуфтед. Гуфтаҳои Альберт Эйнштейн ба ёдам расид вақте ки мо дар бораи торикиву равшанӣ сухан кардем. Альберт Эйнштейн мегӯяд ки торикӣ мавҷуд нест, вуҷуд надорад. Торикӣ ин набудани равшанӣ аст. Ва дар идомаи ана ҳамин фикри шумо боз тақвият бахшидед, фикри худатонро гуфтед ки шубҳа ин набудани боварӣ аст. Набудани муваффақият, яъне ки пешнарафтан ин набудани дониш аст. Яъне ки ҳар чизе ки ба мо намерасад, он чизе ки ба мо намеояду мо бо он истифода бурда наметавонем, моро фаро мегирад. Яъне ки тамошобинони азиз диққат диҳед, он чизе ки устод Саидмурод Давлатов гуфта истоданд дар ҳақиқат як чизе аст ки мо бояд як бор барои худамон гӯем ки як бор ҳолати ором агирем ва гӯем ки ба худ савол диҳем ки ман дар кадом ҳолат қарор дорам ва ман имрӯз бо кадом ақида зиндагӣ мекунам, ман имрӯз бо кадом фикр худро оғӯш кардаам, яъне ки фаро гирифтаам, оё ман имрӯз бо боварӣ зиндагӣ мекунам ё ки бо ҳисси хавотириву бо шубҳаҳои дигар. Дӯстони азиз, гумон мекунам ки он мавзӯе ки мо имрӯз баррасӣ карда истодаем бисёр мавзӯи муҳим аст ва гумон мекунам ки яке аз мавзӯъҳои асосӣ, ҳамчун мавзӯъҳои аввалин ва чӣ хеле ки мегӯянд таҳкурсии мавзӯъҳои дигар маҳсуб меёбад. Ва ман бояд дӯстони азиз ба шумо гӯям ки мақсади асосии ташрифи устод Саидмурод Давлатов ба шаҳри Хуҷанд ин аст ки рӯзҳои наздик аниқтараш имрӯз соати 15 дар талабхонаи Суғдиён устод Саидмурод Давлатов як бизнес вохӯрии воридотӣ баргузор месозанд. ҳамаи шумоёнро имрӯз соати 15 ба талабхонаи Суғдиён воқеъ дар рӯбарӯи кохи фарҳанги Суғдиён ҷойгир шудааст даъват мекунем. баъдан санаи 18 май соати 9 дар талабхонаи Суғдиён боз ҳам дар ҳамон ҷо дар мавзӯи нигоҳ доштан ва зиёд кардани маблағ як бизнес тренинги устод баргузор мегардад. Ба он ҷо ҳам мо шуморо даъват мекунем. санаи 19 май соати 9 саҳар боз ҳам дар талабхонаи Суғдиён дар мавзӯи чӣ гуна нуқтаи болотарини фурӯшро ноил гардид, дар ҳамин мавзӯъ боз як бизнес тренинги устод Саидмурод Давлатов баргузор мегардад. мо шуморо дӯстони азиз, агар шумо соҳиби ягон тиҷорат бошед ё ки бо соҳибкорӣ машғул бошед, барои иштирок ба ин тренингҳо, ба тренингҳои Саидмурод Давлатов даъват мекунем. Устод, азбаски то вақти реклама боз як 7-8 дақиқаи дигар боқӣ мондааст, ман бисёр мехостам ки дар бораи мавзӯъҳои анамин тренингҳои шумо камтар маълумот дода бошед дар мавзӯи сохранения и приумножения денег ва пик-продаж во время кризиса. Да. Смотрите, когда дело касается денег, многим людям кажется, что как будто учиться не надо о деньгах. Якобы я само собой научусь его. Смотрите, кто-нибудь само собой врачом стал? Нет. Смотрите, почему-то парикмахера учимся, дизайнера учимся. Посмотрите, да? Простые вещи даже мы учимся. Даже дорогу проходить мы учимся. Есть некие правила, как пройти дорогу. Всему учимся. Но как будто, когда дело касается денег, я само собой научусь. Или как будто, когда дело касается бизнеса, я само собой научусь. Кто так сказал-то? Вы видели где-нибудь одного хотя бы тренера, хотя бы одного чемпиона, который стал чемпионом без тренера? И без тренировок? Я не видел таких, вообще не видел. Поэтому, что я заметил? Когда дело касается денег, знание о деньгах должно иметь каждый человек, независимо от профессии. Почему? Потому что он, хочет, не хочет, стабильные расходы носит. Хочешь, не хочешь, у тебя стабильные расходы. И за них надо платить. Не имеет значения. Ты понимаешь это, не понимаешь, за все надо платить. Есть 3-4 проблемы, которые надо понимать. Первый. Человек
8 часов зарабатывает, 24 часа расходует без перерыва. Мы спим, кому услуга идет, календарные дни идут, аренда плей идет, детский сад надо платить и так далее. Второе, жизнь подорожает беспрерывно. Например, то, что $100 или 100 сом на сегодня, это не то же самое $100 10 лет назад. На это не купишь то, что купил бы раньше. Третье. Количество людей, которые в долгах, растет. Больше становится. Четвертое. Доход нестабильно, расходы всегда стабильно. Мы это понимаем, не понимаем. И причем они еще растут. Да, и жизнь никого не жалеет. У жизни нету любимчиков нету. А ты хочешь хорошо жить, и за него надо платить за хорошо. Быть хорошим сыном теперь стоит деньги. Быть хорошим мужем это очень дорого. Да это так. Быть хорошим отцом, который мечтает своим детям давать чего-то ценное, это стоит деньги. Почему я обучаю деньгах? Знаете, я обучаю хороший образ жизни. Когда я говорю о деньгах, как Сахарин управляет, я понял, что если человек имеет доступ к знанию о деньгах, перед него появляется реальная свобода выбора. Например, он может влиять на свою судьбу, он может влиять на свое качество жизни, он сам управляет ситуациями. Если он не имеет знания о деньгах, ситуация управляет его. Жизнь создает давление, переживание, он давит, морально давит на него. Он не знает, как решать эти проблемы. Например, что мечтает человек? Мечтает жить в хорошем доме, мечтает путешествовать, мечтает побывать в Мекке или родителей отвезти туда. Мечтает, например, скажем, детям давать хорошее образование. Мечтает, чтобы достойный образ жизни вести. Ко всем этим мечтам доступ до знания о деньгах. Это же здорово. Да, знания о деньгах. Да, это настолько важно. И самые дорогие знания, это знания о деньгах. Это настолько... Почему? Например, если я... Может быть, я не классный бухгалтер, но если у меня есть деньги, я найду бухгалтера, который меня консультирует. Если у меня есть деньги, я найду такого самого лучшего врача, который меня лечит. Если у меня есть деньги, я найду самого лучшего архитектора, который построит мне дом. Знание о деньгах доступ дает к самой лучшей мечте. Это настолько важно. Понимать, это очень важно. Поэтому в этом тренинге «Сохранение при умножении денег» я обучаю людей системнее управления денег. Потому что я понял, что секрет не в заработании денег. Например, все люди зарабатывают деньги. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Даже школьники могут зарабатывать деньги. Подъезд помоет, машину помоет, чуть-чуть денег зарабатывать. Так? Но никогда проблема с деньгами невозможно решать путем зарабатывания денег. Я в зале иногда людям задаю вопрос. Но у вас же были времена, когда вы очень хорошо зарабатывали? Они говорят, да. А проблема деньгами решалась навсегда? Нет. Как и было, так и осталось. Да? Все равно пройдет 5-7 лет, опять будут. Они говорят, да. Значит, путем зарабатывания денег проблема с деньгами не решишь. Единственный способ – это путем управления денег. А как? Сознание надо переобучать. Переобучать, чтобы от поиска зарабатывания денег он пришел к управлению денег. А вот это самое важное. В этом тренинге этого обучаю я. Чтобы люди могли управлять своим финансовым положением. Когда человек управляет ситуациями, он уверен в себе. А когда ситуация и хаос управляет человеком, он в депрессии. Вы это старайтесь послушать. Это, дорогие слушатели, это настолько важно. Когда ты управляешь ситуацией, и ты точно знаешь, и у тебя есть план, ты уверен в себе, ты управляешь ситуацию. Ты знаешь, что когда-нибудь дойдешь до цели. А когда нету плана, нету видения, нету конца туннеля света, ты не видишь, куда идешь, хаос управляет, и тогда полная депрессия и отчаяние. Болезнь растет. Болезнь. Теперь, внимание. А второй тренинг, как достиг пик продажи в период кризиса, я этот тренинг разработал, потому что в период кризиса очень сложно, конкуренция большая, клиенты капризные, и товар остается, ребята много кредиты берут. Бизнесмен, это же, видите, это слуга народа. Я не считаю бизнесмена какой-то там видящийся человек. Я считаю, что он настоящий слуга народа, потому что за все ему надо платить. Смотрите, за логистику платить надо, транспорт надо, за рекламу платить надо, зарплату платить надо, налог платить надо, аренда платить надо, комуслуга платить надо, экология платить надо. Понимаете, всем надо платить. Везде надо платить. Таможням платить надо, растаможкам платить надо. Это человек, который всех кормит. И когда у него слабо бизнес идет, самое сложное моральное давление он испытывает. И большинство из них психологически сломается. Поэтому я обучаю, как достигать пик продажи, как избавиться от больших остатки, как достигать так, что надутый ассортимент исчез, как сделать так, чтобы персонал понимал, как это продвигать, как сделать так, чтобы создать спрос на свою продукцию, как сделать так, чтобы найти того человека, кому ты можешь помочь. И так далее. Это очень много. Бизнес это не обман. Один раз обманешь, 2 раза, ты не можешь всех обмануть.
Бизнес – это решение проблемы народа. И как это правильно стратегически поставить, чтобы не ты это делал, а система этим занимался. Чтобы сегодня, если у тебя есть кафе, сегодня, если у тебя есть ресторан, тот человек, который сегодня кушает у тебя, через 50 лет его внуки тоже у тебя кушали. Бизнес вот что такое. А не то, что там лапшу весит людям, всякие, пихать им то, что им надо, не надо. Это не так. Это то, что люди думают, это большая ошибка. Или думают, что я пойду тут в Китай, чуть-чуть шмотки привезу, продам. Сосед же делает, я тоже буду. Нет. Нельзя копировать успех других людей. Ты не можешь это делать. Ты копируешь костюм, который он одевает, но ты не копируешь его навыки. Это настолько важно. Это надо самому развивать, обучать, делать. Проблема нашего народа в этом. Проблема в том, что мы 2 человека шмотки продают, все побегаем туда. 5 человек стройка занимается, все побегаем туда. 5 человек машина торговала, все побегаем туда. Нет. Пожалуйста, учись, когда твое сознание растет, ты видишь тот талант, который Аллах давал тебе. А двигай его, потому что ты займись служением Аллаха, а не служением дьявола. Соблазн, который тебе прыгаешься одного дорога к другой, это служение дьявола. Поэтому тебе тяжело, поэтому не получается. В любом есть работа трудности. При первой трудности сломаешься, банкротом станешь. А когда ты работаешь своим сознанием, постепенно растешь, твой разум станет сильнее, ты можешь отказаться от мелких соблазнов. И твой навык растут. Ты видишь, у тебя видение пойдет. Когда видение пойдет, ты поймешь, что Аллахом тебе дано талант какой. Займись только этим. Кто-то видящий врач, кто-то видящий технолог, кто-то видящий, можно сказать, инженер. Надо через это служить Аллаху. Дуруст аст. Тамошобинони азиз, гумон мекунам ки мазарат мепурсам. Гумон мекунам ки он маълумоте ки он суханҳое ки дар меҳмонии мо Саидмурод Давлатов гуфта истоданд ҳадафрас ҳастанд ва гумон мекунам ки баъди тамошои ин суҳбат шумо аллакай мавқеъҳои худро, нигоҳи худро ба зиндагии хеш то андозае тағйир медиҳед ва гумон мекунам ки барои нафароне аз шумо суҳбати имрӯзаи мо як нуқтаи дигаргун шудани ҳаёти шумо ҳам шояд шавад. Мо ба ҳамин чиз боварӣ дорем ва гумон мекунем ки шумо метавонед аз ин имконияти бузург истифода бурда дар тренингҳои Саидмурод Давлатов дар шаҳри Хуҷанд иштирок кунед ва ҳаёти худро тағйир бидиҳед ба сӯи беҳтар шуданаш. Хуб дӯстони азиз, инҷо вақти реклама фаро мерасад. Мо ба реклама меравем, лекин баъди бахши реклама мо ҳатман бармегардем. бахши робита бо Саидмурод Давлатов идома дорад. Шумо метавонед ки ба студияи мо занг зада саволҳои худро роҷеъ ба масъалаи имрӯза, яъне ки мавзӯи имрӯза ба устод Саидмурод Давлатов ирсол набуда бошед, гуфта бошед. ҳоло бошад бахши реклама дар Салом Хуҷанд бо мо бимонед.